Есть ощущение, что все слишком далеко зашло, и происходят вещи, которых происходить не должно. Кто-то преследует цель стать еще известнее. У Хайдура в подъезде олдскул, хардкор по жести. Естественно, кого-то такой расклад не устроил, и поэтому меня теперь вряд ли оставят в покое. Действительно, это было бы даже странно. Хорошо, если хотя бы в следующей жизни от меня отстанут. Это нормально, я знал, что будет такая реакция. С недавних пор категорически нельзя расслабляться. Надо признаться, пацы, я так бы не смог. Хип-хоп нация, давай учись читать между строк. Дым медленно поднимается под потолок, пепел падает на пол. Меня меняет не слабо, шутки в сторону, все двери на замок. Игра постепенно принимает серьезные масштабы. Я могу атаковать, не выходя из секретного штаба. Дайте мне ручку, бумагу и настольную лампу. Еще того липкого стафа нужен примерно корабль. Ну или добрый джойн хотя бы. Конец апреля, нервы на пределе, хип-хоп премия. Вместе со всеми я должен быть на сцене. Я в приемном отделении, смотрю на время. Маленький гуфик через неделю, это для меня важнее. Надеюсь, что успею, сам понимаю, что ситуация провальная. Согласен, с кем не бывает. Я понятия не имею, как поступили вы бы, если бы у вас был бы такой выбор. Извиняюсь перед теми, кто там был, за то, что не пришел. Зато всем остальным от этого было хорошо. Я говорил об этом раньше, я повторюсь еще, правда. Поймите, мне этого не надо. Я никогда не принимал участие в батлах, ни разу в жизни не мечтал ни о каких наградах. Из объектива фотоаппарата я всегда пропадал. Я просто был рядом, просто снег падал. Лучше давай завтра в атриуме в игровых автоматах перетрем, там нарисовалось пару вариантов. Забей в навигатор 45-й километр МКАДа. Когда доедешь оттуда, сразу набери Марату. Он откроет ворота и пропустит на территорию склада. Там до первого поворота только смотри аккуратно. Найди Ашота, забери у него ключи от Пассата. Оставь ему Тойоту и дуй обратно в Отрадное. Ладно, все-таки, почему распался центр? Люди до сих пор не получили четкого ответа. Притом никто из троих толком не говорит нифига. Вот это да, вот это интрига. Интересно все-таки, что же у них на самом деле? И неужели весь этот замес из-за денег? Или может там вообще что-то другое? Людям почему-то этот вопрос не дает покоя. Запомните, всегда и везде найдутся те, кто любит покопаться в чужом мусорном ведре. Есть и такие, кто постоянно выносит ссоры из избы, дабы привлечь внимание толпы. Есть люди, которых Всевышний специально посылает, чтобы жизнь тебе не казалась медом. Надо просто больше дуть и быть выше этого, смириться с такими, такова их природа. Любопытно узнать, что они могут устроить, если с таким же успехом продолжать тупо игнорить. В желтой прессе появится еще несколько интервью, где напишут очередную нелепую хуйню про меня или про мою жену. Гуф погиб, Уайз